Bayağı geçti 8 yıl. Hürmetli misafirler, hoş geldiniz. Biz şimdi 2 dakikadan tedbirimizni başlayacağız. O'z yerlerinizga lütfen yerleşiniz. Sağ olunuz. Selamünaleyküm. Nasılsınız?
Selam aleyküm hürmetli misafirler. Hoş geldiniz. Bugün gayet hayırlı bir gün, hayırlı bir tedbir. Hepimiz bugün güzel bir kitapni, Derikoy adlı kitapның taqdimnomesinde bulunamiz ve bu tedbirimizni bizlarni canlı şekilde QTV YouTube kanalında da bizim seyircilerimiz seyreteler. Sizni de selamlaymiz ve elbette ki Musafirchan Sarabus etno kompleksine de teşekkürler bildiremiz. Derikoy kitabı ve onun müellifi Bilal Bey Süleymanov bugün bizle beraberlikte. Selamun aleyküm Bilal Bey, hoş geldiniz. Bilal Bey aslında tarihçi değil, yazıcı değil, o öz tamirlerini sevgen, hürmet etken ve öz büyük anasına böyle hatıra olarak bu kitabını takdim etti Bilal Bey. Aslında bu kitabını yazmak gayesi nasıl peyda oldu? Bizim levhamızda hikayetle geliniz, onu şimdi seyredeyik. Уникальная книга «Дерикой. Память о прошлых поколениях» – многолетний труд Биляла Сулейманова. Он долго вынашивал идею восстановить историю своих предков, живших на территории Большой Ялты. Исследование вылилось в написание книги. Главной вдохновительницей стала уроженка Дерикоя и бабушка Билялбея Веляде Дремджи Сулейманова. Я частично дерикойский, меня Рахметли Буйканам Веляде, она из Дерикоя. Вот. И в детстве очень большое количество времени я проводил с ней. Мы часто ездили в Дерикой. Мы ездили к ее друзьям, к ее родственникам, ходили по селу. Она рассказывала о жителях этого селения. Там, буквально о каждом доме могла рассказать очень много интересного. Была идея создать семейную родословную, то есть собрать информацию о родных, близких и для определенного круга лиц. Вот, чтобы помнили свои корни, знали о них. И после обработки всего этого материала мной было принято решение уже создать такую книгу. Книгу о Дерикое, о ее жителях. Билял Сулейманов более 10 лет по крупицам собирал материалы о Дерикое, упраздненном селе, полностью вошедшем в состав нынешней Ялты. В написании книги мне помогали друзья. Это наш исследователь Гульджан Ханум Риизова, она автор книги о Курбеке. Также исследователь сел Айвасили Дерикой Тамила, Сейд Джилилова, Селяхшур. По фотографиям определенные фото мне предоставил наш коллекционер Низами Ага Ибрагимов. Очень интересные сведения в части топонимики, а также истории предоставила старожил Дерикоя Миля Ханум Сарачева Ахтемова и мои родные, мои родственники. Книга содержит уникальный фактический и иллюстративный материал. В ней более 250 фотографий, многие из которых публикуются впервые, а также архивные документы и много другой интересной информации. На 172 страницах этой книги история Дерикоя, традиции и обычаи, быт и интересные истории о людях, которые жили в этом живописном селении. Во время работы над этим я обнаружил интересные документы, факты о селении Дерикой. Вот, собрал архивный материал, информацию из информационного центра МВД Узбекистана, также сведения о фронтовиках, призванных из деревни Дерикой. Вот, в этом помогал мне сайт «Мемориал», то есть это поиск сведений о участниках Великой Отечественной войны. Вот. Также были найдены интересные путевые заметки, это записки путешественников, сведения о истории, культуре, быте, традициях жителей Дерикоя. Особенности, наверное, это интересный список жителей. Это список жителей селения на 1928 год. То есть в нем представлены более 1200 имен, они все скомпонованы в семьи. Это список подлинный, потому что мною были проверены многие имена из этого списка, и действительно его подлинность мы можем подтвердить на 100%. Билял Сулейманов уверен, эта книга будет интересна каждому, кто интересуется историей своего народа и, конечно же, потомкам жителей Дерикоя. А автор-составитель уже думает над следующей книгой. Как иногда шутят, что я настоящий крымский татарин, да, потому что у меня Анам Тарафандан – это Таты бахчисарайские и Ногаляр Кизлевский. И Баба Тарафандан – это Ахмечеть, Рамитли Харбабам, Симферополь, Сарабус. И Буйканам – это Дерикой. Интерес проявляется, так как и родственники говорят, что
давай писать и о других селах. Ценность этой книги в том, что она позволит будущему поколению сохранить память о Дерикое, также поможет всем тем, кто интересуется селением, историей этого села, а также кто является выходцами из этого села, найти интересную информацию о своих близких, родных. Bilal Bey, daha bir kere hayırlayımız sizni, және yürekten, gerçekten de büyük bir iş yaptınız. Özünüz ayttınız ki, mında siz em Noğay, em Tat, em Orta Yolaq. Ne için aynı Yalıboy'dan başladınız? Ne için aynı Derikoy'dan başlamaya istediniz? Интересный вопрос, Ильханом. Почему я начал именно с Дерикоя? Потому что, наверное, в жизни каждого человека есть такие люди, которые формируют его мировоззрение, взгляды на жизнь. И так получилось, что в раннем возрасте этим человеком стала Минам Рахметли Буйканам, Велядия Дримжи Сулейманова. Мы с ней проводили очень большое количество времени вместе. Это, естественно, и поездки, и различные мероприятия. И во время этого всего каждое второе слово это было Дерикой, 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 Дерикой. Вот. И мы неоднократно ездили в Дерикой, встречались с ее друзьями, с ее близкими, с ее знакомыми. Эти постоянные рассказы, истории, какие-то факты. То есть вплоть до каждого дома человек мне рассказывал мне о этом селении. Ну, наверное, все-таки вот это влияние перешло в то, что я решил написать. Вообще идея была сначала написать родословную, потому что периодически бываешь в гостях у родственников, у близких, смотришь какие-то фотографии, видишь это все. Половину имен уже эти люди, например, не знают, да, кто это. Вот. И была идея просто создать такую родословную, может, в таком онлайн-формате, в виде как слайд-шоу, и для того, чтобы близкие, родные помнили о своей семье, знали всех поименно. Но потом, когда я начал именно уже заниматься именно этой работой, стал искать какой-то дополнительный материал для того, чтобы как-то немного увеличить объем этого всего. И нашел уникальный список в Государственном архиве. Это список жителей Дерикоя на 1928 год. То есть он подлинный, в нем вписано более 1200 имен. Ну, скорее всего, это было определенного вида, как перепись населения того времени. Вот. Там указываются имена, указывается пол, возраст, социальное положение. Такой интересный пункт, как грамотность, потому что, как и сейчас, и во все времена, грамотность считалась одним из таких показателей. Да, Biz aslında bu cedvel hakkında ayrıca laf edecekmiz. Ben size hatırlatmak isterim musafirlerimizge. Eğer de bir sualler sizni meraklandırsa, şimdi evet Bilal Bey'ge tedbir devamında onlarını seslendirebilirsiniz. Aslında Bilal Bey yazıcı değil, ben de aytıp geçtim, tarihçi değil. Kimsiniz? Yani neye uğraşasınız Bilal Bey? Biraz özünüzle tanıştınız. Да, Сельханом не юрист, вернее, я юрист, не историк, не филолог. Просто вот была такая идея воплотить ее в жизнь, я ее воплотил. Я магистр права, закончил Московскую юридическую академию, работаю в сфере регистрации учета недвижимости. Maşallah ve böyle büyük işini yaptınız. Aslında başka bir sahadan. Siz ayttınız ki Mına levhada 10 yıl devamında materyallarını topladınız. Aslında bu araştırmalar nasıl oldu? Bu tek Kırım'da arşiv materyallarını çalıştınız ya da başka yerlerden. Biraz bu hafta hikaye ettiniz. Сами материалы я собирал, да, вы правильно сказали, на протяжении 10 лет, но это не было именно как планомерная работа. Это была работа больше направлена на фиксацию каких-то сведений, то есть что-то услышал, записал в блокнот, увидел интересную там заметку в газете, в интернете, в СМИ, записал, сохранил. Как бы у меня была определенная флешка, я всю эту информацию туда собирал. Но опять-таки идеи не было написать книгу. Была идея создать родословную. А потом уже, знаете, это как такое дело, что по мере поступления информации интерес проявляется больше и больше, начинается, как сказать, наверное, азарт, который уже привел к написанию книги. Анда bu kitabını açkanda mına münderecesinde göreyim ki birkaç adlar var, soyadlar var. Mına mesela из Ялты в Измир. Воспоминания Неджеле Чевик. Это уникальная история.
Это уникальная история. В 1998 году из Турции, из города Измир, к моей Буякана приезжает женщина, она 1930 года рождения, которая представилась по имени Неджиле Ханум Чевик. Она рассказала удивительную историю о том, что она является троюродной сестрой нашей Буякана. Буякана сначала не поверила в это, но после того, как она из своего портфеля достала фотографии, идентичные фотографии, такие же, которые есть и в архиве нашей семьи, Буякана вспомнила историю о том, что ее родители ей рассказывали, что во время революции, во время всех этих событий 1917-1920 годов, часть семьи, то есть это по ее материнской линии Кадыевы, они эмигрировали в Стамбул. Что с ними стало, добрались ли они вообще в Стамбул, все это было неизвестно. Вот. Как оказалось, что они добрались. Семья в декабре 1920 года, они приехали в Стамбул. Они были очень богатыми людьми. Команда корабля, на котором они плыли, их ограбила. То есть, и они приехали в Стамбул по факту без ничего. Единственное, на что они смогли жить, это были их фесы, с которых бабушка срезала золото. И вот на эти деньги они смогли как-то начать обустраиваться в Стамбуле. Ну, это все был такой рассказ, который я в детстве услышал, и, знаете, как бы долго не придавал ему значения. Уже когда я начал работать над книгой, я вспомнил об этом и стал искать сведения об этой женщине. Вот, кроме имени я ничего не знал, Неджиле Чевик, все. Стал гуглить, стал искать в Ютубе и нашел в Ютубе такой ролик о том, что некая женщина по имени Неджиле Ханум, совершенно не по теме этой, о Крыме, рассказывает удивительную историю о том, когда она была девочкой, как она встречалась с Мустафа Кемалем Ататюрком. Как известно, в Турции это национальный герой, это отец-основатель Турецкой Республики. И каждый рассказ вот для современного жителя Турции, он очень ценен. И нынешние СМИ, они очень любят вот эти факты турецкие. Они очень любят эти факты, истории рассказывать. Я увидел этот видеоролик. Потом случайно увидел заметку в интернете о том, что был ректор университета имени 9 июля в городе Измир, Намык Бей Чевик, и его супруга Неджиле Ханум Чевик. Я взял, написал письмо в этот университет, представился, описал свою историю, и взял, просто отправил по имейлу. Где-то через месяц, наверное, мне на WhatsApp приходит звонок из Турции, видеозвонок, я включаю, на другом конце сидит женщина, пожилая женщина, очень похожа на мой Буяканам, и представляется: «Мераба, я Неджиле Ханум Чевик». Я помню, как я приезжал к твоей Буяканам, она назвала ее по имени, она назвала по имени моего Харбаба, с которым она в то время тоже встретилась, рассказала о семье. И мы, наверное, на протяжении недели с ней вечерами по видеосвязи общались, она рассказывала все эти факты, истории. Потом во время разговора она мне говорит: «Стоп, я же написала об этом книгу, что я тебя мучаю этими всеми рассказами? Я же написала об этом книгу, давай я тебе ее пришлю». И через моего друга Гульджан Ханум Риизову эта книга попала мне в руки. Действительно, да, Неджиле Ханум, она внучка Мустафы Кадыева, которые в 1920 году эмигрировали из Ялты. Она родилась уже в 30 году в Стамбуле, ей сейчас 93 года. Она доктор медицинских наук, очень известный человек в Турции, потому что с мужем одни из основателей лечения детской онкологии в Турции. Вот. Ее муж Намык Бей был депутатом турецкого парламента, то есть в Турции очень многие о них знают. И в этой книге я взял именно эти факты о Кадыевых, которые были интересны, о том, как они жили в Ялте, какая у них была семья, чем они занимались и как они в итоге эмигрировали. И вот перевод этого раздела вошел в мою книгу. Сіз Түркияге гальба барып келдіңіз, онымен көрішмеге? Да, когда уже я издал книгу, Неджиле Ханум обратилась ко мне с такой просьбой, говорит: я бы хотела, чтобы эта книга также была представлена в Турции. Я ей ответил, говорю: Неджиле Ханум, она на русском языке. Она говорит: это не проблема, ты, главное, приезжай, мы тебе здесь устроим ее презентацию. Ну, презентация — это
не в таком широком формате, как мы это понимаем, как сейчас мы это понимаем. Вот. По законодательству Турции книги должны быть персонифицированы, если они на иностранных языках. Вот. Мы представили нашу книгу в библиотеке имени Орхана Кемаля в Стамбуле и в культурном центре имени Ататюрка. После процедур персонификации ее планируют переводить на турецкий язык. Ага, терджиме edecekler. Да, вот смотрите. Билал бей, aslında bu gibi kitaplarını yazganda biz her vakit şu koyda doğan insanlarga müracaat etemiz, andan bazı bir informatsiyalarını kıdıramız, malumatlarını. Belli olğanı gibi bu kitapını yazganda mına sizge tekneciyle hanım hikaye etti, ondan da gayrı sizin büyük ananız. Ne için mına anda doğan kartlarının böyle subjetler olmadı? Ya da ben yanlış aytam, ya da oldu mu? Частично с вами соглашусь, Ильханом. Почему? Потому что, к сожалению, я уже отношусь к тому поколению людей, которые почти не застали старожилов Дерекоя, либо тех людей, которые родились в Дерекое. Либо мы начали уже поздно о них собирать информацию, уже в более зрелом возрасте. И вот на данный момент именно жители Дерекоя, которые жили до момента депортации 1944 года, осталось очень мало. И даже вот я сейчас смотрю в наш зал, я вижу Миля Ханум Сарачеву. Вот, это единственный житель Дерекоя, который сейчас с нами. Milara Hanım. Миля. Mila Hanım. Mila Hanım, Derikoy'da doğdu. Да, о Дерекой. Hoş geldiniz. Да. Я, конечно, могу ошибаться в данный момент. И получилось такой очень интересный момент, что с некоторыми старожилами я общался, ввиду уже возраста, они начинают путать факты, начинают что-то забывать. Либо я знаю, что эти факты действительно неправдивы, но они ввиду возраста, они их уже говорят неправильно. И я старался все-таки больше придерживаться документалистики в книге. Вот. Из-за этого в книгу вошли в основном небольшое количество воспоминаний именно старожилов. Это такое серьезное воспоминание Энвер Бея Абдураманова, 1919 года рождения. Его записал наш известный исследователь Гирей Баиров. Вот. Это внесено в книгу. И также это и рассказом Рахметли Буюканам от Миля Ханум. И был еще такой человек, он был имамом микрорайона Ахмечей, города Симферополя, Сервер Ага Аметов Рахметли. Он тоже был дерекойский, и вот его воспоминания о депортации также вошли в книги. А все остальное, конечно, это записки путешественников, это факты, это документы. Ve kitapka da birkaç yer kirdi ve bu yerlerin arasında şu Yaltadan yeri. Ve bugün bizim belli artistimiz Mehmet Bey bu tedbirge geldi ve şimdi şu Yaltadan adlı yerini dinlemeye teklif ettim. Sonra ise sohbetimizni devam ederiz. Mehmet Bey buyurun. Selamun Aleyküm. Bilal dostum, can üleken, hayırlayın. Sağ olun. Daha çok kitaplar olsun, ardıgır olsun. Sağ olun. Ve özümden şu yoldadan Kırım'dadır halk yerini bağışlamaya istedim. Çok sağ olun. Yaltadan taş yükledim, gemim dolmadı. Şu yaşlıkta bir yar sevdim, benim olmadı. Benim olmadı. Gel 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 aman alayım
Eğer kısmet olur ise sarayım seni, sarayım seni. Şu Yalta'dan gece çıktım, yolum şaşırdı. Candan sevgen nazlı yaremi elden kaçırdı, elden kaçırdı. Gel 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 aman alayım seni. Eğer kısmet olur ise sarayım seni, sarayım seni. Gel 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 aman alayım seni. Eğer kısmet olur ise sarayım seni, sarayım seni. Gel 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 aman alayım seni. Eğer kısmet olur ise sarayım seni, sarayım seni. Gel 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 aman alayım seni, sarayım seni. Sağ olunuz. Mamet Хархара, saygılı dostlar, çok sağ olunuz Mamet Bey, sesinizge sağlık. Kitapқа 4 yır көрсетілді. Ne için aynı bu yırlar? Именно эти песни, почему? Потому что я их слышал от Рахметли Канам, от родственников, те, кто родился именно в Дерикое, они пели именно эти песни. Это и Шу Ялтадан, и Мени Гамдан Азат Иле, и уже более наша современная песня, это автор Эдип Аға Бақшысарайлы, Ялта. Ve birkaçını biz de bugün tedbir devamında işleyecekmiz, dinleyecekmiz saygılı dostlar. Aslında mına kitapını okuganda bildim ki Derekoy'un tarihi 100 yıllarca onu saymak mümkün ve mına Derekoy'unu alsak ve Ay Vasili'ni alsak o bir Yunan koyu sayılabilir, öyle mi? Это, да, одна из таких версий, что в средние века Ай Василий Дерекой было одно большое греческое селение. Ну, вообще возьмем за основу то, что в те времена не было именно разделения на национальное. Разделение было на христиан и на мусульман. Вот. Учитывая то, что на территории Дерекоя, на границе, даже я бы сказал, Василия и Дерекоя были найдены в XIX веке, их уже описывали, и эти развалины показывали местные жители. Это были развалины Византийской церкви 15 века, Визанслар. Вот. Мы можем сделать такой вывод. Да. Также именно наши старики говорили о том, что бызым ханларымыз, да, то есть в нашей крови
течет кровь генуэзцев, греков, готов, турков. Из этого мы можем сделать вывод, что жители Айвасиля и Дерикоя, также соседние Аутки, это родственные, близкие друг другу люди, и они являются потомками, носителями и потомками той культуры, которая была на этих землях испокон веков. В результате чего? В результате всех этих, как бы сказать, наслоений, смешений культур в будущем и образовался тот автохтон, который мы сейчас имеем, это крымские татары. Пикмирахлы. Сайгыл достар, сізлерде суалларыңызды сізлендіре білесіңіз. Егер суаллар бейді олса, бұйырыңыз. Асылында мұна Билал бей, сіз чоқ фактлар ақында айттыңыз, ве бұл малюматларыны топлағанда, білмейм, анда доғған инсанлармен конушқанда, архив материалларын оқуғанда, насыл фактлар, насыл малюматлар сізні ең чоқ бойле тәжіплендірді десек? Олды ма ойле? Да, было такое. Во-первых, для меня было открытием, что Дерикой являлся селением, в которое начинал свою трудовую деятельность Исмаил бей Гаспринский. Это великий наш просветитель всего тюркского мира. Он после окончания университета преподавал несколько лет в Дерикое. Также так получилось, что именно первая жена, она Исмаил бей, она выходит из Дерикоя. Как известно, Исмаил бей, у него было 2 брака. Первый брак это была Самур, он ее называл, это за ее красоту, эту девушку. Самур это в переводе с татарского языка соболь. Он говорил, что она очень грациозна, с красивыми глазами. Она была внучкой известного дерикойского предпринимателя, дочкой известного дерикойского предпринимателя. И первые вот эти все начинания Исмаил бея по выпуску брошюр, различных газет, все это поддерживалось его тестем. И была такая ситуация, что у них начались такие конфликты, потому что Исмаил бей не обладал такими, как сказать, предпринимательскими способностями. И те деньги, которые ему выделял его тесть, к сожалению, не всегда давали эффект. И в итоге в результате этих разногласий так получилось, что он развелся со своей первой женой, но остались дети, остались потомки. И вот на данный момент, насколько мы знаем, наша заслуженная артистка Крыма Идия Ханум Аблаева – это потомок Исмаила бея Гаспринского. Да. Вот. Также интересный факт для меня – это описание дерикойцев известными путешественниками. То есть с 19 века, с начала 19 века вообще в мире начала развиваться, как мы сейчас назвали, туристическая индустрия. И очень многие путешественники стали ездить по миру, собирать различные факты. Крым это не обошло стороной. Здесь побывали и английские путешественники, и французские, и со всего ближнего зарубежья. И они описывали Дерикой, потому что Дерикой являлся одним из самых больших селений на южном берегу Крыма. Они делали такие интересные заметки о местных жителях, говорили о том, что это люди высокого роста, все они стройны, у многих орлиный нос, крупные глаза, то есть и они удивительно красивы. Это, например, мы можем прочитать у французского путешественника Жозефа Дебая. Да, он это говорит. Также в 1908 году я в Дерикое побывал такой путешественник Алексей Бесчинский. Он написал об этом путеводитель, и он сказал, что если вы увидите жителей Дерикоя, вы поразитесь их красотой. То есть вот опять-таки мы возвращаемся к тому вопросу, к вопросу формирования, да, их происхождения, этих жителей. То есть вот сколько этих культур было у них смешано, сколько кровей, что вот в результате получился такой симбиоз людей. Ялы бойлы қызлар арасында гүзел болғанын біз білеміз, ләкин Дерикой қызлары да гүзел екен. Ве мында китапта yazıла ки зажиточные татары из дальних деревень ездили жениться именно в Дерикой. Яғни Дерикой қызларына евленмеге истереділер. Пек мерақлы, мына сіз Исмаил Гаспринский ақында айттыңыз, да Дерикойда насыл белі инсанлар шықтылар? Это просто удивительные люди. Я когда стал работать над материалом, для меня это было открытием.
Я знал, что жителем Дерекоя является первый народный артист Крымской ССР Хари Мирзаде. Но этим были, в принципе, ограничены мои знания. Как я узнал дальше, это целая плеяда артистов нашего крымско-татарского театра именно довоенного периода. Это и актриса Айше Диттанова, и Джумазие Трубчу. Также брат Джумазие Сервер Трубчу, он был политиком, если это так можно назвать. В советское время он был второй секретарь обкома ВКПБ Крыма, то есть партии большевиков. Интересный такой исследователь Крыма, даже не Крыма, наверное, в частности, именно Южнобережья. В 1930-х годах в Крыму работали различные экспедиции, которые собирали этнографический материал. И в Дерекое, вообще в Алупке, но он был уроженцем Дерекоя. Это был Мустафа Топал. Он был сказителем, то есть был собирателем сказок. Он знал очень большое количество сказок, поговорок, пословиц, и его опрашивали, его записывали. Этот материал собирался и издавался в довоенных информационных источниках о Крыме. То есть это были книги, различные брошюры. Наше крымско-татарское национальное движение уже после 40-х годов был один из таких ярких лидеров, как Мустафа Ага Консул. Мустафа Ага также являлся уроженцем Дерекоя. Его брат Рифат, это был известный тоже деятель национального движения, он был фронтовик, ну, что и Мустафа Ага, что и Рифат Ага, они были оба фронтовики. Вот. Также я их отнес к таким известным жителям Дерекоя. Ну, а из наших современников я бы отметил, это доктор филологических наук Адиле Мемедовна Эмирова. Ей вот было недавно 90 лет. К сожалению, ее сейчас с нами нет в зале, но она всем передавала большой селям. Она очень рада выходу книги. И артистка Самаркандского театра оперы и балета Небер Ханум Кубединова. Вот. Она также уроженка Дерекоя. Адиле Ханум, yanlışmasam şimdi kitap yazıyor, Дерекой sözleri. С Адиле Ханум мы связывались во время написания моей книги. Она мне сказала, я сейчас пишу словарь именно ялыбойских слов. И я удивился, говорю, Адиле Ханум, как можно это отделить из нашей филологии? Она говорит, ты не понимаешь? Я доктор филологических наук, я понимаю, о чем идет речь. Это будет уникальное издание. То есть, я надеюсь, в ближайшее время мы увидим словарь ялыбойских слов, таких диалектных, наверное, все-таки думаю, это, да? Диалектных слов. Pek merakla bekleyimiz. Bizim aramızda bugün da bir yalı boylu musafirimiz buluna. Evet, Yaltalı değil ama küçük özenli. Ve bugün Server Ağa biz için bir yerini hazırladı. Sevdiğim Yalta, bu yerini Cengiz Dağcı yazgan edi. O da yanlışmasam Yalta civarında doğan edi. Server Ağa buyurunuz. Evet. Celal Bey'in sözlerinden sonra herkes Derikoylu olmak istedi. Yani. Bugün biz hepimiz Derikoylu olamız. Evet. Hatırlamak, hatırla ile yaşamak her bir insanın mühim şeydir. Bizni millet olarak koşulacak şu geçmişlerini anlamak. Demek o böyle bir şey vardır. O tarihini bilsen demek geçmişlerimizni o günde olan şey da belli olur ve yaşayacak. Ben de bugün bir yer hazırladım. Şu yer benim için ve ben de herkes için çok kıymetli yer. Çünkü onun sözleri yazdı Türk dünyasında belli insan. Kırım Tatarı Cengiz Dağcı rahmetli. Ve şu yer tek yer değil, o çok kitaplar yazgan idi. Ve Türk dünyasında yaşayan Kırım Tatarlar öz tarihini şu kitaplardan öğrengen. Öz geçmişlerinizi yani baba dedeler nasıl bu yolunu geçkenler. Nasıl böyle alda bu Türkiye'de yaşayımız demek koz açkan olarga. Ve ben daima aytam konsertlerde şu yerini icra etkende böyle sözlerini yazmak
Yazmağa tek anda doğmak gerek oldu. Bu insan Kızıltaşlı Cengiz Dağcı ve şu sözlerini, her bir sözcüğünü kıymeti çok yüksek. Hepimiz için. Onun için ben başından Bilal Bey'ini hayırlayayım. Bu güzel kitapla gerçek millet için bu bir basamak, davulga etmek şeyler. Hayırlı olsun ve hepimiz için sevdiğim Yalta. Geçmişler bu yerge tarihler yazdı. Soyuma sopuma mezarlar kazdı. Bağ bugün evladı bir ayık sozdu. Anamsın, babamsın, sevdiğim Yalta. Dağlarının üstüne kanadım çözdüm, gün boyu kızlarının bağını kezdim. Bağından şıralı yüzümle üzdüm, bağrında doğdum ben sevdiğim Yalta. Anamsın babamsın sevdiğim Yalta. Güzel Yalta. Dağları terekli, dağları çamlı, dağından su akar şerbetten damlı. Bu toprak neresi, bu toprak namlı. Ne güzel yaştın sevdiğim Yalta. Anamsın babamsın sevdiğim Yalta. Yiğitler toplanıp bir horan tepse, kızlarının başına çiçekler sepse. Toprakka yıkılıp toprakını öpse, hayalim dolaşır sevdiğim Yalta. Anamsın babamsın sevdiğim Yalta. Barketin bulutlar güneşim kulsun, sefalı Yaltamlı düşmanlar korsun. Güneşinin şefkinden kozu kör olsun, vermem ya tellerge sevdiğim Yalta. Anamsın babamsın sevdiğim Yalta. Vermem ya tellerge sevdiğim Yalta. Anamsın babamsın sevdiğim Yalta. Sevdiğim Yalta, sevdiğim Yalta. Server Kakura sayılı dostlar. Çok sağ olun Server ağa. Bizim aramızda da çok hürmetli misafirler bulunalar ve şimdi men sözünü Gasprinski adına Milli Kitaphanenin müdir muavini Leyla Hanım Kadırova'a vermek istedim. Aslında bu kitabın emniyetligi hakkında Leyla Hanım şimdi bizlerge hikaye eder biraz. Buyurunuz. Çok sağ olun. Selam olun. Misafirlerimiz. Bilal. Yanına varmasa hocam. Bu balağını bilesiz yaşlığından biliyorum. Kitaphanenin bazar günleri
kitapxona çalışa, kapı açılaydı, Bilal kirip geleydi. O deste kitaplar satılmak için böyle bir pahalı kitaplar idi. Bilal bir şeye bakmayıp sıralap onu bir gözden geçirip ille bir iki kitap alaydı. O kadar biz ona ne dedik diyeyim, bu yaş bala, o şimdi bu kaçıncı sınıf bilmiyorum. Küçük bir balaydı, onların saylap satıp evine gidiydi, okuydu, gereken kitaplarını bakaydı, saatlerle oturaydı. Biraz neticesi bugün. Sağ olun. Artık olsun Bilal. Ben bilem, böyle ballar, böyle bak, hürmetli ve rahmetli Enver Ozenbaşlı, Cafer hocalar, bu belli insanlarımız, Rize Hanım, bakınız, elbette tarihçi olmasan da, yazıcı olmasan da ama büyük insansın. Yaş insan olup bu kadar kitap yazdın ve ben belesem gizli hakkında da yazarsın. Umut edemiz ve bizler kitaphaneci olarak, insan olarak her daim sana kol tutarak. Çok sağ olun, artık olsun. Sağ olun. Çok sağ olun Leyla Hanım. Leyla Kadırova sayılı dostlar. Bilal Bey, mınас biz cedvel hakkında laf etip başladık. Mında 1200 soy at, ya da 1200 koranta kirsetildi mi bu cedvelge? Yok, именно имен 1200 Adlar. имен более. Ve onların arasında tek Kırım Tatarlar ya da başka milletvekilleri de var mı? 90%, от 80 до 90%, да, это именно уже крымские татары, также греки, русские, украинцы и турки. Ve mına bakam sosyal положение, середняк, бедняк. Yani zengin insanlar o vakitleri yok eden Hanım'a göre. Севель Ханум, список 1928 года, то есть уже было советское государство. Как известно, это было государство рабочих и крестьян, так оно себя характеризовало. И быть богатым человеком – это было не есть хорошо. Почему? Потому что был принят закон на тот момент, что богатые люди, они мешали, они являются классовыми врагами общества рабочих и крестьян. Их лишали избирательного права. И, естественно, когда их, даже если уже кто-то остался к 1928 году, они записывали себя как середняки. То есть середняк – это было такое уже более переходное положение. Я не богач, я не держу себя в работе батраков, я работаю сам на своей земле. Да, у меня есть дом, у меня есть участок земли, где я выращиваю виноград, табак, там прочее. Но я не угнетаю людей, потому что на тот момент уже считалось, что если у тебя есть наемные рабочие, а, как известно, в Дереко это огромные табачные плантации, это виноградники, ну, там не обойдешься без рабочей силы, которым, естественно, выплачивали за заработную плату, там определенное жалование. Но это было такое время, когда это уже было все запрещено, уже был момент, когда постепенно начали формироваться такие общества, которые потом перешли в колхозы, то есть коллективное хозяйство. Ты не мог работать сам. А если ты работал сам, соответственно, ты являлся угнетателем трудового класса. И, естественно, в списке, да, многие уже себя характеризовали как середняки. Потому что вот даже если взять моих родственников, это Дремджилеры и Кадыевы себя уже записали как середняками. Хотя владели огромными участками земли, имели несколько домов в Дереко и в Аутке. Но они уже указали себя как середняки, что в итоге их не спасло от лишения избирательного права. Они все равно были лишены избирательного права, все равно были поражены в правах. Yani sizin sülaleniz zenginlerden ediler. Дремджилер, они были не сильно зажиточные, то есть, в принципе, их можно было отнести, если брать уже к середнякам, но они себя записали больше как бедняки.
А Кадыева они себя записали как середняки. Но опять-таки перепись проводили работники сельского совета. В принципе, село, все там друг друга знают. Уже что-либо утаить нельзя было. Ну, для того, чтобы не подвергнуться дальнейшим репрессиям, люди уже себя записывали как середняки. Я мына егер дерек ойна алсақ, эвелері анда яшаған ерлі халық эсас ненен оғрашайдылер? Прежде всего, как и многие остальные селения южного берега Крыма, это виноградарство. Это выращивание винограда, это продажа. Такой интересный момент есть. Ну, как известно, считается, что мусульмане не употребляют спиртные напитки, они не пьют алкоголь. В Дерекой уже на тот момент жители, они были в основном количестве это мусульмане, но от традиции выращивания винограда не отказывались. И мы видим это и из документов, и из фактов, что все равно виноград выращивался, там были десятки сортов этого винограда. Некоторые из этих сортов мы уже даже сейчас не услышим, потому что их в принципе нет. И из этого винограда давили сок, возможно, даже и производили вино. Я знаю, что производили вино, потому что есть факты, люди, которые рассказывают, что деделер япаэдлер, шараб, то есть наши дедушки делали вино. И сказать, что, например, эти дедушки выросли в советское время нельзя, потому что эти рассказы мне говорили люди, которые 1920-х годов, например, да? Соответственно, мы уходим еще дальше. Я не говорю, что они его употребляли. Возможно, и употребляли, но вино производилось. И, как известно, мы знаем, что в Массандре винзавод, он пользовался именно материалом, использовал в своей работе материал, который покупался у жителей ближайших селений. Это Дерекой, это Василий, это Аутка, это Никита. Дальше занимались местные жители табаководством. Табак считался одним из самых таких лучших в Крыму. Это известные сорта, как Дюбек. То есть его выращивали. Это очень тяжелый труд выращивать табак, потому что необходимо было вставать там в 4 утра, в 3 утра, потому что работать с табаком нужно в основном до восхода солнца. Почему? Потому что он имеет определенные свойства. При попадании на руки там пыльцы этого табака вызывают различные аллергические реакции. За это старались с ним работать либо уже после захода солнца, либо до восхода. Вот. Это табаководство. Виноградарство, табаководство, естественно, садоводство. Это десятки сортов груш, черешень, слив, яблок. Опять-таки, многих сортов уже нет. Мы их периодически слышим от наших любителей садоводов, которые пытаются возродить эти сорта. Также, как известно, именно вот если взять сам Дерекой, вот само село, именно земли в самом селении было мало. Естественно, под все эти сельскохозяйственные нужды земли обрабатывались над селением, то есть ближе уже к лесам. Если брать сады, это были чаиры. Если брать выращивание табака, это были, как обычно, земли у рек близлежащих. Вот нынешняя автостанция города Ялты, это, как известно, табачные плантации. До еще войны там выращивался табак, и многие жители Дерекоя именно там работали на табачных полях. Билал бей, білеміз ке асында чоқсы соядлар лағаплардан. Чиқа, мұна меселі шынды бұл жедвелге бақам, мерақлы бойлы бір қорантаға рас келдім. Мұнда бойлы қоранталар нен, сіз бағладыңыз. Мұна меселі Коля Ахтем, Коля Азизе, Коля Эмине ве бұтын бұл айле кете Коля Рустем, Коля Зейнеп. Бұл лағаптан чиқан бір соят oldu mu? Здесь я пытался изучать этот вопрос. Опять-таки, здесь мы уходим глубиной в корни. Почему? Потому что, как известно, фамилии стали присваиваться уже в 20 веке, большей своей части. Если мы берем жителей Ялыбоя, то есть фамилии присваивались в большем своем количестве по лагапам. Да, присваивались и по именам дедушек, то есть родителей. Например, если был там Асан, ты становился, естественно, Асановым. А у многих были лагапы. То есть по этим лагапам и давали
фамилии, то есть присваивали фамилии. И многие лагапы, то есть мы сейчас при нашем уровне знания, опять-таки, языка, например, крымско-татарского, мы не можем его расшифровать. Почему? Потому что эти слова не крымско-татарские. Ну, вы сами понимаете, Коля, откуда? В крымско-татарском языке нет слова Коля или имени Николай. Вот. Да. Также такие интересные фамилии, как Барон. Откуда Барон? Дерекое, да? Вот фамилия Барон. Турупче Курантас. Турупче. Будем надеяться, что они выращивали туруп. Evet. Saygılı misafirler, sualleriniz olsa, sualler var galiba. Elinizni ko'taringiz lütfen. Mana şimdi mikrofonni alınız. Şimdi buyurunuz. Buyurunuz. Elinizni ko'taringiz, ko'rmaylar. Assalomu alaykum herkesga. Men bo'yladim ortidan bir savol berajak. Anda da istediler, evet. Son söz bererimiz. Yaxshi. Assalomu alaykum herkesga dada bir kere. Bilal ağa dostum, birinchidan çok teşekkürler bildirmek isteyim. Çünkü mana bu yapgan işiniz, yazgan kitabınız o tek Derekoy ve Derekoylu insanlar için değil de bu mahsus bizim bütün Kırım Tatar halkımızı için ve bizim Kırım vidanımızı için pek gerekli zamanı vakitte pek gerekli ve pek faydalı bir iştir. Onun için sizge çok maşallah, gerçekten tarihte kalacak bir izinizi koştunuz, bir işini yaptınız, maşallah sizge. Böyle sualim var. Biz bilemiz ki sizler Türkiye'ye barıp geldiniz, andaki kitaphanelerge çalıştınız. Men bilesem belkimdir anda biz bilemiz büyük diaspora var. Belkim olarla konuştunuz. Onların taraftan, mana bu bizim andaki yaşayan Kırım Tatarlar tarafından bir sizlerge bu iş etmege bir destek korundu mu, oldu mu? Yani onlar bu bizler mında Kırım'da yaşayan vatandaşlarımız böyle işten oğraşkanda, Türkiye'ye barıp bir malumatlar kıdırganda, mana bu Türkiye'de yaşayan Kırım Tatar bizim diasporamızdan bir merak duyula mı? Bir yardım, bir destek ola mı? Bana onu soracak adım. Çok sağ olun. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Sual için. Türkiye'ye bargan vaxtında men çok öyle bir bizim dernek, çünkü bakınız Türkiye'de bizim Kırım Tatarlar çokça olar derneklerde toplaşalar. Dernek bu nedir? То есть общество. Крымские татары Турции, которые себя считают крымскими татарами. Как известно, в Турции это около 5 миллионов граждан Турции, этнически это крымские татары. То есть 5 миллион insan bu Kırım Tatarlar. Şu insanlar çok, bu benim fikirlerim, benim bakangacı, onlar Ялыбойлар değil. То есть они не являются представителями Ялыбоя. Почему? Потому что это, я не говорю, что все, это большая часть, по моим наблюдениям, это жители Степного Крыма, которые, как известно, через Румынию, в дальнейшем Болгарию перебирались в землю Османской империи. То есть, да, в 19 веке и Румыния, и Болгария были тоже землями Османской империи, они дальше перебирались уже в среду более такую близкую им, мусульманскую. Да? Şu vaxtında men anda barganda çokça insanlarla görüşmedim. Çünkü men anda edim davet için bu Necile Hanım tarafından ve yazık ki pek az vakit edi. İnsanlarla görüşmeye, men görüştüm tek Necile Hanım'la ve insanlarla bu kitaphanelerimizin müdürlerine. То есть с руководителями библиотек и руководителем культурного центра имени Ататюрка в Стамбуле. Ama benim ki Allah kısmet etse insanlar bilecek, galiba da direktörler çıkacak Türkiye'den insanlar. Allah kısmet etse, ben bilesem meraklanacaklar kitabına. Sağ olun. Çok sağ olunuz. Daha bir sualimiz var. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Bilal Bey, herkesге. Bilal Bey, evet birinciden sizge büyük bir teşekkür bildirmege isteyimiz.
Чөнки более büyük bir iş yapasыз, Kırım Tatarlar için kıymetli bir iş. Hazinemiz tola, kitaplarımız tola, sağ olunuz. Ve benim böyle bir sualim var. Benim harbabam Derekoylu ve onun soyadı Tambov. Ve siz arşivlerde çalışkanda, tarihlerini bakanda, okuganda, böyle soyadlar sizge rast geldi mi? Tambov Mustafa. Onlar harbabam 26. sene doğma ve onun ağası Osman, babası Seydamet. Sizde Seydamet oğlu. Sağ olunuz sual için. Sizge de sağ olunuz. Zemine Hanım. Yazık ki şu cedvelde Tambov ailesi yok. Ama vesikalarda, dokumentlerde men çokça Korey'den bu soyadını. Насколько я могу вспомнить, я ознакомливался со списком табаководов, жителей Дерекоя. Среди них была фамилия Тамбов. И в книге также внесен раздел фамилии и логапа Дерекоя. Там указана фамилия Тамбов. Да, это довольно-таки известная фамилия в Дерекое. Шынды ise Кенеде bu sanağa bayramımızını, tedbirimizni yaraştırmak için men Kırım'da nam kazangan artist Maya Anafiyeva ve Yıldızlar ansamblini davet etmek istedim ve onların icrasında güzel yalı boy oyunu. Buyurunuz Maya Hanım. Yıldızlar Ansambli ve Maya Anafiyeva saygılı dostlar. Çok sağ olunuz. Maşallah. Aslında bilem ki Bilal Bey sizge bu kitapını toplamağa, bu kitapını yazmağa pek çok insanlar yardım ettiler. Keliniz olar hakkında da biraz, onlarını da anlayık. Kimler edi olar?
вообще, когда я задумался именно над написанием этой книги, я решил проанализировать именно книги по Ялтинскому региону. Потому что если взять, начиная Гурзуф, Хазалташ, Никита, Айвасиль, Дерекой, Аутка, Алупка, Кикиниис, Гаспра, Бутун, Букойлер, Храмдатар, Койлера. В большей своей части, да? Я не нашел ни одной книги. Для меня это было прежде всего открытием, потому что именно бывшими жителями не написано ни одна, нынешними и бывшими жителями не написана ни одна книга об этих селениях. Я стал искать информацию на основе, какой книги можно было бы вот как бы приблизить, да, свою книгу. К сожалению, тоже то, что я хотел, я не нашел, но очень большую помощь мне в этом оказала Гульжан Ханум Риизова. Это автор книги о Корбеке. Гульжан Ханум, сізге çok sağ olunuz. Это наш старожил Миля Ханум Ахтемова, опять-таки. По именно материалам, фотографическим, различным картинам, рисункам я обратился к Низами Ага Ибрагимову. Он мне помог, сказал: пожалуйста, выбирай те фотографии, которые считаешь нужными. Также мне было интересно по личной нашей семейной теме. Это Рахметли Бойканам, ее двое Дайлар. Они были призваны на фронт, и они пропали без вести. То есть о них не было никакой информации. И для меня уже было как дело такой чести, наверное, составить список всех призванных жителей Дерекоя в Великую Отечественную войну. Наверное, больше всего мне пришлось поработать над этим. Почему? Потому что прошло уже более 80 лет, информацию найти сложно, но сейчас у нас есть много таких сайтов, это и мемориалы, подвиг народа, где выкладываются сведения о лицах, которые были призваны в Красную Армию. Но опять-таки, работать с этими списками очень тяжело. Почему? Потому что фамилии крымско-татарские, многие лагапные фамилии, да? Работники военкомата, которые вели учет, как слышали имя и фамилию, так и ее и записывали. Соответственно, эти же сведения и попадали далее в картотеки. Также селение Дерекой. Я встречал и написание названия как Дарекой и Дурской. Я понял, что очень сложно будет найти. И пришел к такому простому выводу, что нужно перелистать всю картотеку, и призванную из Ялтинского региона. Там оказалось 18 тысяч карточек. И вот, наверное, более 2-3 недель у меня ушло на то, чтобы проверить все эти имена, фамилии. Уже многие фамилии по работе со списком жителей я знал, и я понимал, что эти люди, да, действительно признаны из Дерекоя. И в результате вот этой работы все-таки удалось установить 154 человека. Это именно жители Дерекоя. Я надеюсь, что он 100% подлинный. Да, возможно, некоторые имена, из Айвасиля, например, из Аутки могли попасть, я допускаю этого. Вот часть списка уже работал над этим списком наш исследователь сел Айвасиля Аутка Дерекой. Это Тамила Ханум Сейджилилова Селяхшур. Она мне помогла с этим списком. Ну а большую часть списка я нашел сам. Это 154 имени. Многие, к сожалению, они погибли, потому что указано, что погибли, многие пропали без вести. Бүгін сіз бір қачкере мына Гүлжан ханым ақында айттыңыз, ве шындайны сізге Гүлжан ханым сөз бермеге истередік. Бұйырыңыз, Гүлжан Риизова, сайғылы достлар, Корбек кітабының муэллифі. Селам алейкум. Кеге мұсафирлер, Дерекойлер, Дерекойын тарихнен çok internette бағам, бек мерақлы малуматларын жиған еді. Мына Тамила Селяхшур білмеймін. Фейсбукта білеміз, бір-біріміздің бөле көрішме керек. Çünkü біз инсанлар тарихнен мерақланған. Бірінші кезі маға келгенде бұл güzel oğlan, мен біледім, бұл барып
çıkarma bu kitabın yazıp olar mı? Çünkü men de keçtim o yolun. Kitabın yazmakın çok zor olganını, ağır olganını yazmağı bir. Lakin onu çıkarmağı da bir zor. Bizge kol tutkan adamlar yok. Men pek kuvandım. Bu oğlanla görüşkende men anladım. Böyle yigitler olgan son bizim geleceğimiz var. Demek bizim halkımızın var. Onlar tarihin meraklangan, bilgen, o'zun ailesinin tarihin bilgen adam o'zun xorchalay o'zun o'zelligini, o'zun Rusça aytgan стержень имеет этот человек. Onun için men belesem böyle kitaplar çok çıksın. Kitapxonada çalışkan adam, kitapla bek sevgen adam olganda men aytacak edim bu kitap için. Menden çok soradı, nasıl çıktı eken kitap? Ekinci günü bana telefon açıp nasıl aytırsınız? Yaxşı mı kitap dedi. Men dedim, bilirsin men kızgandım. Çünkü men segin var edi o'zim kitabını çıkarganda mına böyle aile albomu olgandayın. Böyle çıksın dep. Demek Bilal Bey o'zun maqsadına çıktı. Hem böyle ko'rinishi aile albomu oldu. Men can yürekten seni quvonam senin için. Hem seni gururlanam. Çünkü böyle yaşlarım için hem büyük belki men de sarabızlım. Anam taraftan bekim sarabız kitabını başlar. Ekimiz yazma. Allah seyretsin. Çok sağ olun Gülcan Hanım. Aslında Bilal Bey pek çok sualler bizge yazalar, kayda kitapını satın almak mümkün. Bugünkü misafirlerimiz mından onu satın alabileler. Lakin şimdi bizlerini online şekilde seyretken seyircilerimiz için aytınız, kayda kitapını tapıp almak mümkün. Книгу можно найти в Симферополе, это магазин наш «Хазине» и книжный дом «Тарджиман». Для жителей Ялты она в продаже в Ялтинском доме книги, то есть она имеется в наличии. Пожалуйста, можно ее приобрести. Şimdi ise men bu sanağa da bir sevimli artistimizni davet etmek istedim ki o da Yalıboy yerini icra edecek. Afize Hanım Kassara, saygılı dostlar. Ukrayna ve Kırım'dan nam kazangan artist Afize Hanım Pencereden Kuş Uçtu adlı yerini icra edecek. Buyurunuz Afize Hanım. Hayırlı günler olsun saygılı cemaat. Elbette bugün bu yaş insanı hayırlamak isteyeyim ve eminim, bilesiniz mi, dün bir video baktık, eskiden bir toy, bir 30 yıl geçkendir. Böyle palatkada, böyle muzikada böyle zayıf, açık, türlü belli olmayan azlı halkımıza yaraşmayan havalar işte diyeyim. Bakam da böyle diyeyim, bugüne geldik elhamdülillah. Böyle yaşlar var iken, tarihimiz gayip olmay. Allah'a çok şükürler olsun ve tarihini bilmegen, tanımagan millet gayip olayken, biz gayip olmamız. Ve elbette böyle insanlarımız var iken, devam edeceğimiz inşallah. Hem de öz sanatını, öz türkünü bilmegen millet de gayip olar. Ama biz gayip olmamız inşallah devam edeceğimiz. Sizler için yer olsun. Hayırlayım sizi birden da maşallah ardıgur olsun. Çok sağ olun. Pencereden kuş uçtu, yandı yürek tutaştı. Yanma yüreğim, yanma, ayrılık bize düştü. Pencereden kuş uçtu, yandı yürek tutaştı. Yanma yüreğim, yanma, ayrılık bize
Sağ ol dostlar. Çok sağ olun Safize Hanım. Sualler var. Evet buyurun şimdi mikrofonu alınız lütfen. Buyurунuz. Салям алейкум. Я очень рада, что у нас есть такой молодой, красивый, талантливый писатель. Я Сары Хатидже. Меня тут много... Ой, Хатидже, Тензеле, господи. Сара Хатидже – это моя бабушка. Она тоже дерекойская. Ее муж был Сары Ибрам. Но бабушка моя, Дитанова Хатидже, она двоюродная сестра Дитановой Айше. Их было 5 человек. Они жили в Беговате они жили. А мы жили в Ургуте. Там был еще Дитанов Амед. 2 брата родных. Они жили в Ургуте, Самаркандской области. Вот я не знала, что вы так пишете, будете писать книгу. Я бы тоже, конечно, и фотографии, и немножко биографию бы вам рассказала. Все Сары, которые у нас вот здесь сидят, или которые это, они все дерекойские. И Дитановы тоже все дерекойские. Maşallah, çok sağ olunuz. Buyurunuz. Микрофонна böyle tutunuz lütfen. Bana böyle. Ага. Так, да? Ага. Я что хотела сказать, у меня тоже бабам Дерекой, от Жимамутов Меджид. Их было 5 братьев, их все взяли на фронт. Вы написали, вы нет про них, не помните? Не могу сейчас точно сказать, нужно проверить список, да. И потом, вы говорите, Кадыевы, да, вы родственники Кадыева? Да. А в Москве вот был профессор Кадыев. Не ваш родственник? Нет. А не жена была? Нет, да? нет. Ну, вот. Ну, в общем, спасибо вам, çok sağ olun. Siz de çok sağ olunuz. Sağ olunuz. Daha bir sual, buyurunuz. Мен сұрамай седім, Дерекой кітабы шықты, ама Айвасил кітабы шығacak mı? Allah kısmet etse eminim ki çıkacak. Ben bileyim, Tamila Hanım Secelilova o toplana malumatını Allah kısmet etse ben bilesem o çıkaracak onu. Kısmet olsa galiba bir uzun koruyarak. Я хотела бы в этом участие, потому что я папа Айвасильский, Кулянелерден. Машаллах, перевод нашей фамилии я нигде не нашла. Сарыбаш, Хурос, все эти фамилии есть, а нашей фамилии нету. Я бы очень хотела, вот, чтобы тоже заинтересоваться и как бы найти перевод. Насколько я знаю, вот сейчас также собирают материал, и в газете «Голос Крыма» есть вот заметка о том, что Тамила Сейджилилова, она собирает материал, также о Дерекое, об Айвасиле и о утке. Я надеюсь, Аллах Смедете, у нее все получится, вы знаете, и мы увидим еще одну где книгу. ее найти, вы мне скажите. И я потом ездила в Ташкент, в Янгиюль, привезла очень много фотографий, которые 113 лет, 160 лет. Я их сдала в наш музей. Вот, там они должны были отреставрировать. И там, конечно, и Дерекойский, и Айвасильский, и Кашка. Вот такие вот фамилии. Tedbirden son siz gelirsiniz Bilal Bey'in yanında ve anda anlaşırsınız. Çok sağ olunuz sualiniz için. Çok memnun oldum. Siz bilen kitaplarınızı. Çok sağ olunuz. Daha var mı sualler? Buyurunuz. Bu tarafta mikrofon. Şimdi. Bu Osman Aka, Yalta'nın baş imamı. Selamünaleyküm. Osman Aka Topuz. Bismillahirrahmanirrahim. Mana men bugün başta sağ ol söylemesi bu merasimi teşkil etkenlere, Bilal kardeşimize, Selver Aka güzel bir Ayvasıl türküsünü yırlağanına, Mehmedi kardeşimize, men Yalta rayon imamı olayım. 30 yıldan beri indi imamlık yapayırıq. Afsus ki bu günleri görmegen çok hartlarımız var. Aşın akılma düşey de tap gözlerimden yaşlar geldi.
Bugüne kadar men Bilal bilmez edim. Bugün tanıştık. Boykanasını bilir edik. Ben deyim ya bu kadar kelisin kitesin Yalta'ya sen bir gel camiye bir imamı da bir sora bizden. Bana şimdi soradılar Ayvasıl kitabını. Ayvasıl kitabında biz çoktan fikrimiz var, bilen malumatlar toplayırıq. Ama men tapa bu 96 senesi Kırım gazetesi okugan vakti Kırımçı en boyu koy Uskut koy eken 1200 koranda. Son yazay Küçük Ozenbaş, o Boyuk Ozenbaş 800 koranda. Son üçüncü kiteri de Ayvasıl 550 koranda. Ondan son işte 400-450 bilen korandalar kiteyler nelerçe, koylerçe. Diyeceğim biz Tamila'yla beraber her vakit telefon açayır. Bende telefon var, gerek olsa size veririk, söylerik. Evet, o malumatları toplamayabilirsiniz, çok zor. Bugün Bilal kardeşimize çok boy söylemeye, sağ ol söylemeye isteyip yazıcı olmayıp bu kadar şey yazgan bu. Sağ olun. Maşallah sana herif. Şimdi ben belesem bu bizim yayınımızı YouTube'da bakacaklar. Bakalar, evet. Çok rastgeliyim, bakayım bilen şeyleri de sağ olunuz. Her vakit gelip olamayısın bunda. Bana bugün de 2 tane duamız var idi ama gerek oldu dedim. Yok bugün varmasam olmaz. Bu koydeşlerimiz kısmet olsa biz Ayvasıl doğrusunda da toplayırıq malumatları. Bu gerek av yazmaya telefonu da çok hepimizde var bilen malumatlar. Ben ne söylemek isteyeyim Bilal kardeş. Ademlere sen bu konsul Mustafa Kay'ı aklına düşürdün. Ben kıskadan vaktinizi almasam da ne 93 senesi konsul Mustafa Kay geçini yağlı boyu birinci cenaze çıkayır. Şimdi konmaya gerek yer yok konmaya. Ayvaslı eski mezarlık. Getiriler anda konmayacağımız anda o vakti Seceli Efendi idi mufti. Avtomatlarla keller o yavrular. Ataylar da bize vermeyler mezarlık kazmaya. Adam çok idi o vakti ne de olsa kazdık onu defin ettik. Bir hafta geçey bir Kazan Tatarı geçini. O da komisar eken Yalta'ya Vayenkamat'a. Müslüman adamı endi konmaya gerek. Endi keller gene bize ana konmaya gerek bu da bir Müslüman. Diyeyim gene avtomatla ne geleceğiniz desem ya bu vayenli dedi. Gelecek eken. Muzikası neyen, avtomatı neyen gelecek de bize anda ne de olsa ulenda keller işte onu da komduk anda. Diyeceğim ben endi imam olgansın çok hartlarımızdan bana imam olganım için rast geldi görüşmeye. Ben onların çok lahırdı ettim. Çok şeyler tarif ettiler. Onları kitaplar yazsan da sıkmayacak. Endi herkes her şeyi bilir mi? Ben bilesem. Endi kıskadan olsa bana Ayvasıl kitabının içince Derekoyu ayırsak, Ayvasıl'ı ayırsak, Avutka'yı ayırsak olmaz cemaat. Hepsi birbirinden soy sop. Bana buraya oturganımız hepimiz birbirimizden soy sop duruk ama biz bilmeyirik. Boykanalarımız, kartlarımız yok. Tarif etse bizi de biz bilsek. Ben onun için çok sana sağ ol söylemek isterim. İnşallah ileride sen yazacak kitabın olsa bizde de malumatlar çok. Hiç meraklı şeyler de çok. Daha güzel bir kitaplar çıkarırıq. Ayvasıl kitabında, Derekoy kitabında, Avutka kitabında, başka koyların kitaplarında. Ben size ne söylemek isterim? Bakınız. Arxivni spravkaya bakanda 1864 senesini, bende malumatlar var. В Ялтинском уезде было 84 мечети yazay. 84 tane cami. Ялтинский уезд входила Алушта, Ялта и часть Бахчисарая, bu Kuybuşı tarafları gireyken o vakti уезде, ne söyleyenler 84 tane cami bakınız. Bugün 5 tane cami kaytarıp zordan aldık biz. Hali de onlarında resmileştirmeyler. İnşallah biz şimdi ana vatanımızı adırıq. Belli adamlar sen söyledin. Ben belki beni söyleyecektir Enver Akamız. Bunda belli bir adamımız oturuyor. Abdurrahmanov Enver Aka. O da Rustem Aka Kazakov gibi bir belli bir kureşçimiz. Enver Abdurrahmanov o da bunda oturuyor. Ben de ona sağ ol söylemek isteyeyim. Sovetler vaktinde Sborna SSR'e 12 yıl kureşçilik yaptı. Kırım Tatar olganı için olimpiyadayı vermediler. Ana bilen şeyler. Allah hepsinden razı olsun. Sağ olun Osman Ağa. Sağ ol söylemek istiyorum. Sağ olun. Danke. Allah razı olsun.
Ялтадан бүгін бізге Осман ағамыз келді. Çok sağ olunuz келгеніңіз үшін. Әдетлерге кечмек істер едім. Егер бойле бақсақ, әр бір койды өз әдетлері бар еді. Ве мына керчек айтсам, мен пек бұйық мерахнен бұл кітапны оқыдым. Пек мерахлы фактлар бар, ве оларның арасында мана базыларны қайдеттім. Если одному из молодых людей понравится девушка, находящаяся на свадьбе, то он при помощи так называемых кыз ағалары просил, чтобы девушка танцевала у окна, у двери, и парень смотрел, как девушка танцует. И если ей приходилось и просили ее станцевать несколько раз, то это означало, что она кому-то понравилась. Если мына әдетлерні алсақ, әдетлер фарқлы еді ме, mesela мына яқын көйлерінен фарқласақ? Дерекойның өз әдетлері бар еді? Учитывая то, что этот материал из статьи Хатидже Каралезли, это женщина, возможно, девушка, я, к сожалению, не знаю. В 1925 году она провела работу по фиксации вот этих интересных обычаев. И статью, насколько я знаю, она заглавила как «Обряд заручения Вайвасили Дерекоя». Скорее всего, вот как Осман Ака сказал, Айрылма Момкумдегиль, нельзя разделять, да, все-таки эти три села. Скорее всего, вот в этих всех трех селах данный обряд происходил. Потому что если брать иные села, я такого не встречал, например, да. Вот, возможно, да, этот именно обряд, он уникален именно для этих сел. Енді емеклерін алсақ, мына фулту Дерекойда как десертки бы сайлайды. Яғни қималы етлі япмай еділер. Жоқ. Фулто, да. Именно это, ну, бурма, ну, как в нашем понимании пирог, да, вот, в виде улитки. И внутри это хабах, то есть тыква, сахар, джевис. Да, и Рахметли Бойканам добавляла харабибер, то есть черный перец. Вот все это изящество вкусов превратилось в вот такое блюдо, как фулто. Кто-то говорит фулто, кто-то говорит фулту. Я же слышал фулто. В книге также оно как фулто. Суалер бар ма, сайғылы мұсафірлер? Бар суалер, анда артта. Шымды микрофонны алыңыз. Buyurunuz. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Мен rahmetli Қарбабам Барабаш Амет еді Дерекойлы. О женге кетті 41 сенесі и ғайып болып кетті. Анам яқында 84 яшын толдырacak қысмет olsa, оны суалын айтacak олам. Бекстеді білме, нючын Барабаш сояды ненен бағылы? Сау болыңыз. Если брать, опять-таки, к сожалению, не могу сказать, я не филолог. В моем понимании бора, скорее всего, у нас есть хашхыр, волк, также на волка говорят бора. Баш — это голова. То есть можем все-таки как-то мы это все приотнести к волчьей голове. Возможно, это так, да. Но это все требует дополнительных исследований. Насл? Возможно, и бирубаш, да, потому что несколько вариаций. Я видел и борабаш, и барабаш. Ну, возможно, вот ваша версия тоже интересная. Бирубаш, возможно, и так. Сау болыңыз. Белі олғаны кебі Дерекой кітабы Нижняя Арианда нешриятында, нешролында, вешімді біздің арамызда оның тимсальжилері болуын мақталар. Слово хочу предоставить директору издательства Нижняя Арианда Дымникова Наталья. Наталья, просим вас сюда пройти. Я встану. Спасибо. Спасибо, Андрея Владимировна. Садись, я буду по тебе. Добрый день всем. Я очень рада быть вот на этом мероприятии. Вообще мне очень повезло. Вот Держите ближе, пожалуйста, микрофон. Вы говорили, есть стержень. Есть стержень в этом человеке. Наша с ним первая встреча. Может быть, будет долго, но я постараюсь побыстрее.
Забегает такой молодой человек, говорит, я созванивался, я хочу вот книжку издать, ля-ля-ля-ля-ля. Мне сказали вот столько-то. Со мной, говорю, не созванивался, рассказывай. И он начинает рассказывать историю, очень трогательную. Вот в начале книжки есть фотография с его бабушкой. Это настолько трогательно, когда человек пообещал своей бабушке, что он издаст книгу, бабушке уже 5 лет нет, и он это обещание, видимо, очень близкому, очень родному человеку исполняет. Ведь на самом деле, вы знаете, это просто было в нынешнее время непростое видеть в молодом человеке такую любовь к уже давно ушедшей женщине. Но, видимо, она много сделала для тебя, дорогой. Простите, я буду к нему на «ты», потому что с тех самых пор у меня дочь, а это мой сын. Серьезно. Вот такого благородного порыва, ну, мы уже на рынке лет 17 издательском, но я редко, вернее, даже не встречала. Конечно, вы все понимаете, что это затраты. То есть, как бы, это все непросто. И то, как он ездил, и то, где он искал документы, наверняка платил, и это все. То есть, ему было важно вот оставить память о бабушке. Да, действительно, вот Белял говорил, что о маленьких местечках Южного берега, да и вообще, мало написано. Я знаю книжку об Ай Василии, но это был заказ частный нынешнего хозяина, она не продается нигде, и она как бы немножко другого порядка, о том, как русские дворяне приобретали, покупали, продавали, переходила. Но вот если кто-то исследует, у кого-то есть материалы, торопитесь. Почему говорю торопитесь? Потому что вот даже вот во время печати этой книжки интересный был случай. Звонят из типографии и говорят, Наталья Владимировна, там на такой-то странице есть фотография, у девочки нет лица. Ничего нельзя сделать. Ничего нельзя сделать. Поэтому я говорю, торопитесь. Вот благодаря Белялу эти люди, о которых он написал, о которых он нашел информацию, возможно, он лично никого там и не знает, но они будут жить вечно на страницах этой книги. Вечно. И вот когда я только начинала заниматься издательским делом, мне один автор сказал, Наташ, запомни, твоя фамилия уже в вечности. Твоя фамилия уже в вечности. Спасибо. И это не вырубить, не вырезать, не сжечь. Это уже не рукопись, это книга. Это не электронный вариант. Не будет электричества, она не исчезнет. Она будет в библиотеках, она будет у вас. Пусть даже у вас в доме будут люди на страницах этой книги, которых вы не знаете, но они будут жить благодаря тому, что вы эту книгу приобрели. Так что спасибо тебе большое, дорогой, что ты пришел к нам, что я с тобой познакомилась, Спасибо. что я тебя знаю. Это достойный сын своего народа. Спасибо. Спасибо. Наталья Дымникова, директор издательства «Нижний Ориандов». Спасибо. Белял бей, мына сіз айтыңыз, сізде ем Ялыбой қаны бар, ем Орта Йолақ, ем мына Ноғай. Егер мына Қорантада қонышсаңыз, анги шведе сіз лаф етесіңіз? Бұл оле бір ағыр суал. Не үшін? Яшлықта, бұл экономнен ұғырашқанда, ярысы Қырым-Татар жалаф етедік, ярысы Русия. Әлбетті Қырым-Татар жалаф еткенде, бұл Ялыбой швесі. Битамнен чоқ, бұл ана тарафындан битамнен чоқ вақыт олмады мен онен яшамақ. О, сақ Аллаға шүкір, ама чоқ оле бір субет олмады. Оның айтқаны әлбет бұл біраз Ноғай шевесі. Мен баштан яшлықта анамайдым, не омана сөйлей. Оле бір курьез бір олай еді шейлер. Осын мана біраз олей сөйген, ама да сен тат баласы дейді. Оле бір ағыр сөзлер қошып. Ама шынчеге вақытында мен білесем, евде біз қонышамыз оле бір қарышық шевесінде. Чүнке китаплардан
малюмат аламыз, радио олсын, телевидение олсын. Бу энди галба бу бүтүн энди хоранталарында ойле. İnsanlar энди bir karışık bir şivelerinde konuşarlar. Pek az öyle insanlar kim aynı galiba tek uskutlar. Onlar usku şivesinde konuşarlar. Başka bir devleti. Öyle söylemek mümkün. Galiba o. Evet, hangi şivede bu farkı yok. En esası Kırım Tatar dilinde olsun. Elbet. Sualler var mı saygılı misafirler? Var, anda bizim kichkene misafirimizning galiba suali var. Bilal ага, это скорее не вопрос, а слова благодарности. Благодаря вам наше новое поколение может узнать свою историю, ведь человек, не знающий свою историю, не имеет будущего. Также благодаря вам и вашей книге я узнал историю своего прадедушки и прабабушки Ризова Бекира и Ризова Назифе. Çok sağ olunuz. Maşallah. Çok sağ ol kadam. Çok sağ olunuz. Daha sualler var mı? Ризова это, кстати, довольно, да, таки тоже известная фамилия. Почему? Во-первых, у нас в семье есть, это Худат Арафандам, представители семьи Риизовых, они также дерекойские. Также вот при беседах с Гульджан Ханум я узнал, что Рииз, я до конца не понимал слово Рииз. Она говорит Рииз, она мне объяснила, капитан корабля. То есть очень многие были мореплаватели, были капитанами. Да, водили корабли. Ола рейс, олган эдлер. Также слово рейс можно использовать, например, как, ну, сейчас мы называем председатель, да? Вот. Но, скорее всего, это относилось к роду деятельности, то есть мореплаватели, мореходы, вот, рейзовые. Bilal Bey, mına kitapны yazganda çokça nasıl kıyınçılıklarına siz rast geldiniz? Ну, наверное, таким одним из самых трудных это было все-таки работать с материалами именно по фронтовикам. Это было сложно, да. Все остальное, в принципе, оно было доступно. Единственное, приходилось проявлять такую, знаете, как сказать, сноровку, находить те или иные документы. Это не всегда просто. Почему? Потому что все-таки я решил сделать упор в книге на документалистику. Очень много запросов я отправил в различные станции, получил ответы. Ну, мне помог в этом информационный центр МВД Узбекистана. Это такой удивительный орган, да. Им отправляешь запрос, и они без всяких вопросов, без всяких таких, знаете, подводных камней предоставляют тебе различную информацию, да. Если кто-то хочет узнать о своих предках, которые попали в годы депортации именно вот в Узбекистан, они предоставляют информацию. В ней указано имя, иногда с ошибками, да, но вы уже сами сможете восстановить, например, там, имя Нафизе могут указать, вы понимаете, что это имя не Физе, да. Указано место рождения, указан год рождения, в некоторых сведениях даже указаны их роды деятельности, то есть все это есть. Если это кому-то интересно, все это в интернет-варианте есть, спокойно можете отправлять письмо, вам ответят. И по своей семье вот мне удалось восстановить как бы родословно именно благодаря этим данным, да. Потому что в основном, да, мы знаем Воюканам, Харбабан, ну максимум прадедушка, прабабушка. А депортировались-то люди, которым было и за 80 лет, и 70 лет, и также в справке указан состав семьи с годами их рождения. То есть если кто-то захочет заниматься исследованием своей семьи, возьмите на заметку, это очень интересное такое. Машаллах, Билал Бей. Sual var. Buyurunuz Enise Hoca. Enise Hoca'ya veriniz mikrofonu. Selam aleykum. Алейкум селям. Bilal Bey, sizni can yürekten kitap çıkarıbından hayırlayım. Sizni adliyeci olarak bileydik. Yıllar devamında tanışmız. Ve adliyeciler böyle kitaplar çıkarsa, demek ki bizim halkımızın ziyalıları var. Çünkü ziyalı tek öz işini yapmay, o milletine yardım etmeye isteyip. Ben bilesem buna bu sizdayan insanlar bizim ziyalılarımızın pek parlak, pek aydın vekilleri olasınız.
Сізге китабыңызбен бағылы суалым бар. Китабыңызны да оқымадым, бүгін алып оқырмыз, иншалла. Біз бұл ел балалармен, талебелерімізмен ялы бойында ерлешкен мемори объектлерімізні бақып шықтық. Ве білесіңіз пек шаштық, чүнки ялы бойында ескі қырым татар евлері, ескі қырым татар мектеплері олғаны дайын сақланып қалған. Ве анда яшаған халықларының тембеллігіне біз минетдар олмақ керекміз, чүнки бір шеге аман-аман тимегендер. Ве керчектен санки женктен эвел, сүргінліктен эвел бір девірге түшесің. Ве mesela Никитада ескі татар мектебі тұра. Ве о бізді мемори объектіміз. Никитадан Ялтаға Дерекойге келсең, біздің мемори объектіміз Дерекой медресесі тұра. Алупкаға келдік, Алупкада ескі башлангыч Қырым татар мектебі тұра. Асан Сабри Айвазовын евін янында оғадар güzel бір бина. Ве біз о ескі мектеплеріні шымды көрмейміз. Белкім яңы мектеплер ачачақ олсақ, милли мектеплерімізні құрачақ олсақ, о ескі мектеплер біздің үшін бір орнек олачақтыр. Алупкада Совет үкіметі вақытында құрылған мектеп тұра. Дерекойге келгенде талебелерімізмен Дерекой медресесін зиярет еттік. Ошымды да чоқ медреседегілді жами оларақ ішлеттіле. Амани язық ке бұл медреседе кім оқыған ақында, анда іч бір түрлі малюматлар жоқ. Исмаил Гаспринский өз заманларында Тәржіман газетасында Дерекой медресесі ақында пек чоқ малюмат язайды. Ве Дерекой медресесі инновацияларны өмірге кечірген илері медреселерімізден бірі еді. Суалым бойле, сіз китабыңызды yazғанда Дерекой медресесінде кімлер оқыған, белкім анда яшаған инсанларының, окойда яшаған инсанларының қолында шәдетнамелер, китаплар, фотолар сақланып қалғандыр. Мектепте, мұна бұл мектеп медресе хаятымен бағылы малюматларға рас келдіңіз ме? Sağ olun Енисе ханым. Sağ olun Енисе Hoca sual için. Действительно, момент образования, он всегда играл важную роль в среде крымских татар. И даже уже после депортации нашего народа у наших дедушек, бабушек всегда была такая идея, мысль «бала илмли олсун». То есть ребенок, наши дети, нам не удалось, но они должны учиться, они должны постигать знания, они должны поступать в высшие учебные заведения, получать образование достойное. Но, как оказалось, эти все зародки, именно вот образовательные моменты в нашем народе, они, наверное, в крови. Почему? Потому что, когда я стал работать над книгой, действительно, вот сегодня, как нам сказала, Дерекойской медресе, Исмаилбей Гаспринский, он видел именно в Дерекое вот этот стимул жителей, он видел поддержку у жителей Дерекоя. И они стали внедрять в жизнь новометодные школы. И вот в Дерекое была открыта новометодная школа. Насколько я знаю, Исмаил Бей писал в Тарджимане, что всем миром мы ее строили, то есть все жители Дерекоя. Это известные также меценаты Дерекоя, это и Парпетовы, и Ибраимовы выделяли свои средства на это. В этом медресе работали такие известные личности. Нам сейчас, возможно, даже эти имена ничего уже не скажут. Но на тот момент этот человек считался одним из самых прогрессивных педагогов Крыма. Это Исмаил Бей Аки, его звали. Он также запечатлен на многих фотографиях со своими учениками. Известный имам, в дальнейшем он становится муфти Крыма, это Ибраим Тарпи, также выходец и преподаватель этой школы. Вот. Именно такой образовательный момент, он был очень силен в Дерекое. И постоянно вот в газете «Тарджиман» писали заметки, что в Дерекое построена новая школа, в Дерекое внедряются новые методы образования, как мы сейчас бы сказали, инновационные методы, да, образования. Да, действительно, все это есть. По поводу архитектурных памятников. Да, сейчас очень сложно. Дома стоят, согласен с вами. Именно архитектурный памятник, к которому мы привыкли, да, это понимать, это какая-то школа, джами, возможно, да, какой-то там дом культуры, например, это был, да, довоенный. Скажу по своему примеру.
искал материал по Дерекой Джами, потому что была информация, что была Дерекойская соборная мечеть. Само название соборное, мы уже понимаем, что это было что-то такое большое, да? Не какая-то квартальная там джами, да? А большое джами. По воспоминаниям Буюканам помню, что где она находилась, и пошел примерно в этот район. Стоит дом, двухэтажный дом, под крышей, минарета нет, ничего нет, такая ступенька к нему. Вижу, что там сейчас, наверное, это общежитие все-таки, потому что на квартирный дом, видно, какая-то хозяйственная такая деятельность ведется. По расположению этого дома понимаю, что это не простой дом, потому что он как-то вот стоит все-таки боком на восток. Даже вот где я живу, в Акмечете, я вижу, как наша джами расположена по соотношению к иным жилым домам, оно под углом. Захожу во двор, выходит мне навстречу пожилая женщина. Так подозрительно на меня смотрит. Ну, как известно, люди не очень любят разговаривать на камеру, боятся что-либо говорить. Вы кто? Я говорю, знаете, говорят, здесь где-то была мечеть. Она говорит, вы стоите у ее порога. Я говорю, да, вы серьезно? Она говорит, да, вот это здание мечети. После депортации в этом здании сделали жилой дом, это сейчас квартирный, ну, разделенный на квартиры. Насколько я понял, михрабная часть – это нынешний вход в это джами, минарета нет. И она мне рассказала такие интересные сведения о том, что, во-первых, в 60-х, 70-х годах она часто видела людей, которые находились возле этого здания и почему-то поднимали руки наверх. Я так понимаю, это уже после снятия комендантского режима, возвращались из мест депортации, ну, приезжали в Крым, селиться, насколько я знаю, тогда не позволяли, приезжали в Крым с какими-то экскурсионными, возможно, поездками, зная, что это мечеть, они старались прочитать дуа у здания этой мечети. Это были, скорее всего, вот именно эти дерекойцы. Она рассказала мне, что и здание очень крепкое, добротное, ее муж там во дворе как палисадник такой был разбит, что постоянно там находили различные монеты, различные там предметы деятельности, монеты с арабскими какими-то письменами, как она мне сказала. Я так понимаю, скорее всего, либо это были османские какие-то дукаты, либо это были денежные знаки Крымского ханства, да, монеты именно акче наши крымские. Также она сказала, что во дворе этого джами было несколько могил. Они сохранялись вплоть до начала 90-х годов, то есть 88-89 год. Это были, говорит, высокие могилы с такими, говорит, ну, расписными надмогильными камнями. Все это в арабском стиле, из белого мрамора, с оградами, говорит. Но в одну ночь они исчезли. Для меня загадка, куда они могли исчезнуть. Вот, со слов этого человека, в одну ночь они исчезли. То есть, насколько мы знаем, во дворе мечети хоронили уважаемых людей. Скорее всего, это были имамы мечети. В книге также перечислены те имамы, о которых нам удалось найти сведения. Это и Сулейман, имам Сулейман Бей, известный тоже имамом был. Вот, то есть, эта мечеть являлась местом такого притяжения. По архивным документам мы знаем, что мечеть была построена в конце XVIII века на фундаменте более ранней мечети. То есть, возможно, это XVI век, XVII век. Эта территория входила в состав Османской империи, то есть именно Дерекой, он был в составе Крымского ханства всего 9 лет, 1774 по 1783 год. До этого это была территория, принадлежала к санджаку, монгольскому санджаку Османской империи. Вот, то есть ислам был, все уже последующие жители Дерекоя, возможно, кто-то добровольно принимал ислам, кто-то под воздействием различных факторов. Все-таки Османская империя, это было мусульманское государство, они также становились мусульманами. И, естественно, они построили вот это грандиозное здание, которое мы сейчас видим. Билал бей, her şeyini aytıp bermeyik. Musafirlerimiz kitaplarını alıp da okusunlar. Анда gerçekten de pek meraklı malumatlar. Herkes için, tek Derekoylular için değil, her bir Kırım Tatar için meraklı olacak. Bugün bizim aramızda daha bir hürmetli insan, daha bir hürmetli artist Edip Ağa Bahçesaraylı ve Edip Ağa'nın Yalta yeri bu kitapka kirsetildi. Yani Büyük Ananız seviydi bu yerini. Edip Ağa, sizge sözünü veririz.
Selamünaleyküm sevgili dostlar. Vakit hayırlı olsun hepimizge. Bilal, sağ ol. Böyle balaban iş yaptı. Ve ayrı bir teşekkür bildirmek isteyeyim. Biz rahmetli şair Nuzet Ömer'le beraber birlikte yazgan türkü kitabına kırdı. Artık gurur olsun sen aytın bitaların, karpabaların arasında da Ahmetçik'te doğan soyları var, Kezin'de doğan soyları var. Mende Ahmetçik hakkında türkü var. Kısmet olsan belirsin. Ben düşünüyorum neyse hakkında söylüyorsun. Кездеп hakkında kitap çıkınca bekim ben de yazarım. Sağ olun. Кездеп hakkında. Çok sağ olun. Sayın dostlar, sizler için Yalta adlı türkü. Падает якорь цепями звеня, и умолкает прибой. Ялта, как сына, встречает меня, Ялта, я снова с тобой. Годы пройдя, на пороге стою, город мой, как ты красив. Можно, как в прошлом, тебе напою старенький модный мотив. 44. Поедем, Ялта, 44. Поедем, Ялта, купим там балта. Что будем делать, господа? Лам тири-дири-дам, тири-дири-да. Что будем делать, господа? Лара-дири-дири-дири-дири-да. Здравствуй, Дарсан, ай, Васил, Учансу, шумный, седой, да рекой. Я вам поклон издалека несу, Ялта, я снова с тобой. К ялтинцам в гости спешу на базар, в царство инжира и слив. Память былого тревожит слеза и незабытый мотив. 44. Поедем, Ялта, 44. Поедем, Ялта, купим там балта. Что будем делать, господа? Лам-тири-дири-дам-тири-дири-да. Не пойдемос, господа, лара-дири-дири-дири-дири-дири-да. Детство тропа пролегла над холмом, ветер листву ворошит. Здесь на утке есть старенький дом, где я родился и жил. Он устоял от несчастья и бед. Тихо шепчу я, прости. Хочешь мой дом, я напомню тебе старенький модный мотив. 44. Поедем, Ялта. Поедем, Ялта. Что будем делать, господа? Лам-тири-дири-дам-тири-дири-да. Ne yapacağımız beyefendiler? Lara diri 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 da. Sağ olasın. Edip Akçısaraylı sayılı dostlar.
Nasıl etip bu yerini sevmemek mümkün? Evet, her bir insanın yüreğine dokuna. Çok sağ olun Setibağa, şedevr demek mümkün. Çok sağ olun. Şimdi ise sözünü Karadeniz Production Studiyası'nın müdürü Elzara İslamova ve müdür muavini Lila Bucurova'ya vermek istedik. Buyurunuz Elzara Hanım, Lila Hanım. Birinciden çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bence hatıra bu milletimizge en mühim sözlerden. O hatıranın ana babalarımızga sürgülükte yaşadılar. O hatırаны bizge yol aldılar. O hatıranın biz Kırım'a kaydık, ana toprağına hatıra kaytardık. Ama o iş bitmedi daha. Gün günden, yıl yıldan bu devam etti. Bu yaş dülber adam o işini yapar. Milletimizge hatıra, tarih avdet etti. Dan bir söz aytayım. O kadar tamirlardan çıkan oğlan yalı boyundan başladı. Benim yalı boylu yüreğim pek kıvandı. Sağ olun. Çok sağ olun. Сегодня редкий день, когда можно увидеть ку-ку, шугу, чачи. Хороший день для Ялыбойлю. Я, наверное, тоже повторюсь еще раз. Çok sağ olun вам за неоценимый труд, за восстановление истории, за развитие нашей культуры. Конечно, окрыляет тот факт, все о нем подчеркнули, что это сделано молодым человеком, но уже очень зрелым, который внес просто огромный вклад в сохранение национальной идентичности своего рода и всего нашего народа. Пусть ваш великолепный пример послужит хорошим таким примером для нашей прекрасной молодежи. Успехов вам, çok sağ olun. Çok sağ olun. Elzara İslamova ve Lila Bucurova saygılı dostlar. Çok sağ olun. Bilal Bey, aslında bugün pek çok teşekkür sözlerini eşittik, pek çok sözleri eşittik. Ben ise bir şeyini aytmak istedim ki yazmağa devam etiniz. Siz o kadar güzel bu işini beceresiniz ki ve gerçekten de sizin yapkan işinizin kıymetini böyle söz tapmak bile pek kıyındır. Çok sağ olun. Daha bir kere bütün halkımız için Derekoy kitabı hayırlı olsun. Ve hürmetli misafirler, sizler tedbirden son kahve içip, Bilal Bey'le sohbetleşip, kitapını satın alıp автографlarından da alabilirsiniz. Çok sağ olun geldiğiniz için. Ardıgur olsun. Sağ olun Bilal Bey. Айтмак истейсiniz, buyurunuz. Я бы хотел выразить огромную благодарность Karadeniz Production за организацию всего этого прекрасного мероприятия. Этнокомплексу Сарабус, Дишер Инджей Джилялову, çok sağ olunuz. Нашим спонсором это Хырым Хавесы и компания Лезет. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz.